привычно, но именно лекции и тренинги – самое эффективное средство в борьбе с распространением смертельного заболевания, уверены организаторы этой встречи. Только в такой форме можно найти проблемы в знаниях и развеять мифы о ВИЧ. Нам нужна здоровая нация, чтобы люди сегодня здоровые, завтра не могли заразиться вот этой чумой 20 века. Все-таки на сегодняшний день вот эта чума унесла 40 миллионов человек. Это равнозначно Второй мировой войне. Сделать акцент на том, что идет распространение ВИЧ-инфекции, что неуклонным ростом не только у нас в Ингушетии и в целом Российской Федерации отмечается стабильный рост и распространение данного вируса. И это наша общая консолидация, это наша солидарность, объединение. Почему? Потому что силами медицины и здравоохранения или же нашего центра мы не осилим эту проблему. Сейчас проблема вируса иммунодефицита человека стоит очень остро. Только в нашей республике зарегистрировано более 1000 заболевших СПИДом. Треть из них женщины, остальные мужчины. Но официальную цифру можно смело умножать на 3. Далеко не каждый носитель страшного вируса подозревает о своей болезни. Многие женщины узнают о своем диагнозе только когда становятся на учет по беременности. На территории Республики Ингушетия зарегистрировано 1134 ВИЧ-инфицированных. Эта информация поступает к нам, естественно, из нашей лаборатории, потому что наша лаборатория является референсной на территории Республики Ингушетия. На сегодняшний день вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции на территории республики нет. То есть мы назначаем терапию, мы отслеживаем беременных, мы ведем их за руку, и таким образом наши беременные ВИЧ-инфицированные, конечно же, на сегодняшний день рожают здоровых деток. На сегодня СПИД неизлечим, и единственный способ уберечь себя – профилактика. Чтобы защитить себя от заражения, достаточно вести правильный образ жизни. Благодаря сегодняшнему мероприятию мы узнали пути передачи, многое о СПИДе. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще и желательно в колледжах, в университетах, в школах. В республике нередко заключаются браки, когда один из будущих супругов скрывает свой диагноз. По закону это уголовно наказуемо. Человеку, намеренно заразившему другого ВИЧ, грозит до 8 лет лишения свободы. Не так давно власти республики обсуждали возможность обязать желающих вступить в брак проходить медицинское обследование. Сегодня этот вопрос поднимают вновь, но только уже молодые люди. Для каждого мужчины и женщины желательно пройти обследование на ВИЧ, чтобы женщина знала, за кого она вышла замуж, чтобы не было разводов, для дальнейшего благополучия их семейной жизни. Сегодня очень много людей не знают, болеют они СПИДом или нет. Я не понимаю таких людей. Было бы лучше, если они в лишний раз пошли в больницу и сдали свои анализы, и тем самым защитили бы себя и своих близких. О СПИДе и о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, сегодня говорят во всем мире. Можно только вспоминать и оплакивать тех, кого уже погубил этот вирус. Можно долго и громко говорить о масштабах трагедии и о том, что это чума 20-го, а теперь уже и 21 века. Но совершенно очевидно, что для решения проблемы необходима совместная систематическая работа медицинских учреждений, духовенства и общества. Участники мероприятия надели вот такие вот красные ленты. Это международный символ солидарности с ВИЧ-инфицированными людьми, которые живут среди нас. Мы можем свободно контактировать, работать, дружить. Общение с людьми, которые живут с ВИЧ, абсолютно безопасно. Лейла Гайсанова, Адам Далаков. Новости 24.